Добрый день. Меня зовут Наталья Лопатина. Как видите, хочу этим показать вам, что видео это всегда игра. Игра со светом, игра с камерой. И те, кто хочет посвятить свою жизнь занятию видеосъемкой, видеомонтажом, вообще все, что связано с кино, с видео, надо играть. Играть от души. Если вам это нравится от души, то вам будет всегда приятно этим заниматься и легче этим заниматься. Я занимаюсь видео больше 20 лет. Это то, чего всегда хотела моя душа, то, чем я всегда любила заниматься. Поэтому я думаю, что за эти 20 лет многого добилась в этой сфере. Наша студия Кемвидео быстро поднялась, стала популярной, стали делать хорошие работы, отличные работы, которыми именно были сами довольны. Но одно хочу сказать, как творческие люди, всегда мы хотим еще дальше развиваться, дальше реализоваться, смочь сделать то, чего раньше не было. И поэтому бывают моменты, когда у тебя и к себе большие требования, и к другим большие требования. Поэтому самое первое еще, что важно, да, это спокойствие. Спокойствие, держать себя в рамках приличия, можно так сказать, культурно себя вести. Вот. И понимать, что новое всегда бывает, приходит не всегда гладко. Бывают такие моменты, когда, особенно когда поджимает время, хочется успеть много, успеть больше, сделать лучше, и тогда человек начинает нервничать, человек начинает кричать, чего-то требовать от других и от себя больше. Вот. Но это как предисловие я скажу. Будьте спокойны, самое главное, развивайтесь, занимайтесь любимым делом. А сейчас хочу рассказать немножко о технических сторонах, как снимать видео. Как вначале вот показала игру со светом, для видеосъемок огромное значение имеет свет. Снимаете ли вы в темной комнате или снимаете в светлой комнате. Желательно, конечно, чтобы было светло. Когда светло, у нас восприятие, и мы же снимаем не только для себя, мы же хотим, чтобы это видео посмотрели другие люди, и чтобы людям нравилось это смотреть. Нужно снимать со светом. Нужно снимать со светом, нужно снимать в светлом помещении, и тогда качество съемок будет лучше. Вот, поэтому очень большое значение сейчас во всей индустрии видео и киноиндустрии огромное значение имеет цвет. Те, кто владеет цветом, делают очень хорошие картинки. Ну, видео это всегда картинка, конечно, и мы за качество картинки. Второе, это чтобы был хороший объектив. А хороший объектив это не значит там дорогой объектив, да? Хороший объектив это тот, который чистый объектив. Старайтесь все время держать свои объективы в чистоте. Вот. Дальше еще большое значение имеет фокус. Что такое фокус? Фокус это резкость, чтобы изображение было резкое. Конечно, если вы будете снимать даже очень хорошую картинку, но без фокуса, без резкости, его невозможно даже на монтаже улучшить. Вот. И поэтому, когда снимаете, всегда следите, чтобы фокус был именно на том главном объекте, который сейчас для вас важен в кадре. Например, вот сейчас мое лицо, оно в фокусе, в объективе сидит. Вот. Дальше, когда мы снимаем человека, начнем пример человека, да? Снимаем человека,
потому что в основном мы будем снимать людей, вы тоже будете снимать людей, в кино везде люди, да. Есть понятие разных кадров. Что это такое? Это значит, вот, например, сейчас говорит только моя голова, вы видите только мою голову. Значит, это крупный план. Есть детальный план, когда вот так прям деталь очень-очень близко. Вот сейчас глаза мои близкие. Это вот детальный план. Есть средний план, когда вот так по пояс. Ну, здесь, конечно, пока не позволяет. Я не могу общий план сделать, да, но чем дальше. Если человек полностью с ногами попадает в кадр, значит, это общий план. Вот. Также, когда снимаете, да, старайтесь, чтобы человек был на уровне глаз с вами вместе. То есть со зрителем уровень глаз должно быть вместе. Если я буду чуть сверху вот так, то как будто надменно, да? Если снизу вот так, тогда как будто бы я по сравнению со зрителем маленькая, ничего не значащая, да? Поэтому, когда вы человека хотите снимать, надо снимать на уровне своих глаз. Это как пример вот показала. Дальше. Сейчас я снимаю горизонтальную съемку. Это то, что мы привыкли. Телевизоры такие, да, тоже все прямоугольные. Но сейчас вместе с соцсетями стали мы снимать и вертикально. Тут разницы нету, как снимать, вертикально или горизонтально. Тут разница только в том, где вы будете показывать это видео. Если в соцсетях, в сторисе, в инстаграме, конечно, это вертикально. Если по телевизору, в ютубе, то вот так, как я сейчас снимаю, горизонтально. И желательно, когда горизонт, чтобы оно стояло правильно, прямо. Бывает, можно менять, конечно, горизонт, вот так вот. Это такой художественный, да, чуть такой боковой может быть. Это уже называется ракурсы. Меняем ракурс съемок. Вот, это все художественные элементы, чтобы показать, выделить, что-то улучшить в кадре, чтобы какую-то художественность добавить. Дальше про освещение я вам сказала. И если у вас, например, освещение не позволяет, нету какой-то света, то самый простой пример. Светлое время суток напротив окна. Снимаем напротив окна. Потому что естественный свет, свет солнца, оно всегда лучше. Дальше. Самое главное еще, чтобы свет не падал. Свет должен падать в лицо, а не с затылка. Да? Если вы будете напротив окна снимать, то все освещение, все лицо будет темное, ничего невозможно будет увидеть. И также я сейчас, например, впритык к стене не сижу, сзади у меня атмосфера, есть воздух. Это всегда добавляет объемность картинки. Если бы я сидела напротив, прям впритык сзади была бы стена, то объема нету, это будет плоская картинка. Ну и, разумеется, задний фон всегда имеет значение в том смысле, что оно рассказывает о ситуации, оно рассказывает о человеке, оно рассказывает о том, где вы хотите снимать, да? Будь это природа, будь это какое-то помещение, да? Оно всегда будет рассказывать, добавлять информацию. Вот сейчас у меня сзади окно, но у меня впереди свет стоит, который приглушает то окно. И сзади у меня, видите, очень много бумаг висит. Значит, о чем рассказывает? О том, что я человек, много работаю, много пишу. Ну и, может быть, сказать, что человек не все запоминает быстро, для себя отметки, заметки делает, чтобы не забывать о важных вещах. Надежно всегда зафиксируйте камеру, чтобы камера не дрожала. Если камера дрожит, то, разумеется, опять же, качество съемок меняется. Дальше. Будем говорить еще про эстетичность. Если в кадре вы хотите
или вы, или герой, которого вы снимаете, выглядел эстетично и был интересен, смотря, опять же, от ситуации, какую вы снимаете, да, если вы, конечно, снимаете там фильм про бомжей, то не надо, чтобы герой выглядел эстетично, красиво, да, тут уже документалистика будет. Раз мы снимаем документалистику, то ничего приукрашивать не надо, все как есть снимать. Ну и самое главное еще, о чем я бы хотела добавить, это звук. Звук имеет очень большое значение. У человека, как мы знаем, есть несколько, 5 чувств, скажем, восприятие. Это у нас, значит, зрительное восприятие, чтобы картинка была хорошая. Звук мы ушами слышим, да. Осязание мы трогаем, конечно, через видео мы не можем этого вот дать, но это может дать как раз свет, он добавляет объем, и человек как будто бы чувствует, что он до чего-то дотрагивается, да. Это тактильное, вот то, что я сказала сейчас, да. А для видео очень важно это первые, да, это именно смотреть, чтобы было приятно, чтобы ничего не дрожало в фокусе, как я сказала, да, и звук. Человек слышит звуком. Через звук мы дальше нафантазируем, чего нету в видео. И обычно как мы делаем еще? Мы можем снять видео само, а потом уже звук туда налаживаем. Совершенно можем, благодаря музыке, благодаря ритму, можем добавить в видео совершенно другой эмоциональный окрас. Например, мы можем добавить звук марша, тогда будет как будто бы боевой, что-то такое. Можем тихую музыку добавить. В этом случае будет нежность, какое-то эмоциональное такое спокойствие появится. Вот так вот. Поэтому звук очень-очень важен. Это все кратко о технических сторонах я рассказала. А если о творчестве говорить, то тут не должно быть никаких рамок. Фантазия должна работать. Фантазия должна работать в полную силу. У вас не должно быть страха внутри, да, что кто-то не поймет вас. У вас не должно быть какого-то стыда, ложного стыда. Я не говорю про стыд, который, ну да, там стыдно появляться голым или что-то, но именно ложный стыд, типа что-то подумают обо мне другие люди, вот такого тоже, когда творческий человек не должно быть. Творческий человек это именно... Почему люди творческие всегда впереди? Они именно в прорыве. Они знают, делают то, чего не делают другие люди. Тут другой склад ума. Вот, поэтому в творчестве это самое главное – свобода. Вы должны быть очень и очень свободны в своих мыслях. Ну, в рамках, конечно, морали. Тут нет такого прям свободы, что типа мне все дозволено, да? Да, в фантазиях можно все дозволено, но это нужно именно в рамках морали, в рамках закона, законности. И еще следующий пункт – это действие. Фантазировать, мечтать все могут. Но тех людей, которые именно реализовали, которые именно свои мечты сделали планом и потом этот план воплотили в жизнь, их очень мало. Поэтому, а обычно что всегда останавливает? Неуверенность в себе, низкая самооценка, ложные страхи, ложный стыд, может быть даже обида на кого-то может это все остановить. Это не должно быть для вас. И чувство вины еще останавливает. Это не должно вас останавливать. Вы должны что? Действовать, реализовать сами, вне зависимости от того, что говорят, как говорят, быть уверенными в своей правоте и действовать. Вот тогда ваши мечты, ваша свобода, ваше творчество реализуется в вашу жизнь. И от этого вы будете получать колоссальный уверенность в себе. Это будет дальше
чем больше вы делаете, тем больше уверенности в человеке и появляется. Поэтому, вот как я и сказала, действовать. А потом после действия что приходит? Приходит осознание того, что как мы это сделали, и благодарить. Благодарить всех, кто был рядом с вами. Благодарить своих учителей, которые дали вам знания. Благодарить родителей, которые вас кормят, чтобы вы красиво одевались, тепло одевались, которые за вас болеют, которые вас любят. Даже если вам кажется, что они вас не любят, они на самом деле вас любят. Потому что они каждый день вас кормят, каждый день вы просыпаетесь в теплом доме. Это и есть забота, тоже любовь. Поэтому нужно после всего, что сделали, благодарить. Даже во время действия лучше благодарить. Вот. И после благодарности придет вот самое чувство, то, ради чего мы творим, самоудовлетворенность, то, что мы сделали. Вот. Так что всегда творите, радуйтесь, снимайте хорошее видео, чтобы от этого хорошего видео не только вы были довольны, а именно зритель. Старайтесь смотреть со стороны зрителя, что интересно людям, а не только то, что интересно вам. Изучайте много. Сейчас очень много доступной информации. Вот. И самое главное, оттачивайте мастерство. Если в этот раз у вас не получилось, если вы чем-то остались недовольны, если вы видите планку для себя, поставили большую, разработайте план, сделайте, как эту планку достичь. Что еще мне нужно делать, чтобы этому научиться? И на это уделяйте всегда время. Не просто там сидеть и мечтать, а уделяйте свое время, найдите это время в своем расписании, уделяйте ему. И вы многого добьетесь. Удачи вам, больших творческих прорывов.
детства помню рассказы отца о дальних берегах, бесстрашных героях и славных победах. Тогда не осознавал, конечно, но не мог и представить иного пути. Трудности были, а как же? Порой каждый шаг казался подвигом. Но мы шли вперед, потому что верили, мечтали, стремились и открывали новые горизонты. Сейчас, оглянувшись назад, вспоминаю рейсы по великой реке Лейна и с гордостью понимаю, служение во благо родной земли — это честь. Ленское объединенное речное пароходство. Верность курсу во все времена. Мен тыннағым тұқары талбыт сол бұттан туырым, онна тоқтым соға. Тоғы детер. Мен қараңаға қайтар бұт күннер сыты қылыспын. Мен сарылы сағар сырдықпын. Мен қорағы ұғар ал боқпын. Мен жон сәрге олығын араңатчылыр, темір қояқпын. Мен улу әркен қарабылыбын. Бүтін мен қарабылға тұрабын. Келер түннері әмие кетибін. Қараңа қалайда, қарабыл күні дағыста.